Почему православная церковь чтит Пресвятую Деву Марию наименованием Богородица? Наименование Богородица является богодухновенным. В Евангелии от Луки праведная Елисавета называет Пресвятую Деву Матерью Господа, а это наименование равносильно наименованию Богородицы. Естественно, говоря, что Дева Мария родила Христа, православные не утверждают, что она родила саму божественную природу, ведь божеское естество вечно и не может претерпеть рождение во времени. Иисус Христос родился от нее не по божеству своему, которое есть вечно, а по человечеству. Однако она по праву наречена Богородицею, потому что родившийся от нее в самом зачатии и рождении был истинный Бог, каким всегда Он и является. Родиться может только кто, а не что, личность, а не естество. Таким образом, Мария именуется Богородицей потому, что субъектом рождения от нее является Сын Божий, ибо во Христе, в силу единства лица, нет никого другого, кто мог бы родиться от нее. Единственной личностью, которой родила Дева Мария, была личность Бога Слова, родившегося от нее по человечеству. Личность, в которой соединились божественная сущность и сущность человеческая, примерно как в стальном раскаленном мече, в котором природа металла вобрала в себя жар огня, и который в результате и режет, и прожигает одновременно. По словам святого Иоанна Дамаскина, наименование Богородица содержит в себе все таинство домостроительства. Весь Ветхий Завет является лишь приуготовлением появления той, которая была способна и достойна принять в себя Божественное Слово. Особая близость Пресвятой Девы к Богу, открывшаяся в богоматеринстве, по учению Церкви превосходит близость к Богу даже высших ангелов. Как Матерь Господа, она превосходит благодатью и приближением к Богу, а следовательно и достоинством, всякое сотворенное существо. И потому православная Церковь чтит ее превыше херувимов и серафимов. Ведь только она одна, обращаясь ко второй ипостаси Пресвятой Троицы, может сказать ему «Малажон Табул, Сын мой возлюбленный».